Здравствуйте, это Вестник Русского географического общества и я, его ведущий Рустам Сиразетдинов. На прошлой неделе на территории геопарка Таратау в Гафурийском районе была открыта стела географической точки центра Республики Башкортостан. Дорогие друзья, аплодисменты! Аплодисменты! Координаты этой точки 54 градуса 10 минут северной широты и 56 градусов 33 минуты восточной долготы. Географический центр Башкирии – равноудаленная точка от всех границ Башкортостана, середина республики. По прямой пуп Башкирии, как назвали его журналисты, находится в 60 километрах от Уфы. Эту точку в 1997 году рассчитал заведующий кафедрой гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского государственного университета, доктор географических наук профессор Ауфар Гареев. Кстати, с 1998 по 2002 годы Ауфар Минигазимович являлся председателем Башкирского отделения Русского географического общества. Географический центр был рассчитан мной лично. Это было в конце 90-х годов. Помогал мне, тогда ассистировал меня мой ученик Азамат Фаракович Нигматуллин. Сейчас он деканом нашего факультета является. Там оригинальные методы применялись. Один из них сам непосредственно мой метод. В этом знаковом для всего региона событии приняли участие представители регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан, муниципалитета Гафурийского района, журналисты и блогеры. Согласно проекту «Башкирская кругосветка», который запланирован в селу, обозначили по проекту, готовили, нашли подрядчика. Также люди в администрации, это большая заслуга Рамиля Ахметова, заместителя главы по предпринимательству. Географический центр Башкирии, наряду с ее крайними географическими точками, в которых в последние годы тоже были установлены памятные стелы, а также уникальной точкой 55-55 в Кушнаренском районе, звенья уникального проекта Русского географического общества, созданного для развития в регионе авто-мото-велотуризма «Башкирская кругосветка». Также в этот знаменательный день журналисты и блогеры посетили Аскынскую ледяную пещеру. 2 года назад башкирское отделение РГО взяло этот уникальный природный памятник под свою опеку. Благодаря поддержке попечителей и правительства республики удалось построить туристический комплекс на прилегающей к памятнику территории, а главное – принять все необходимые меры для его сохранения. Очень цивилизованно все стало. Мы тогда ходили на лыжах зимой, спускались по веревкам, трудно было. Сейчас все очень хорошо сделано, культурно, доступно для семей с маленькими детьми, предположим. Сделали шикарную подсветку и именно организация гиды, проводники, которые очень все доступно, досконально рассказали, обсказали про мир пещеры, про образование этих сталактитов, сталагмитов, всех ледяных пещер. Очень хорошо. Отметим, Аскынская ледяная пещера и географический центр Башкортостана находятся на территории недавно созданного указом главы Республики Радия Хабирова геопарка Таратау. В этом году Башкирское отделение Русского географического общества отмечает свой 65-летний юбилей. Буквально вчера в Уфе прошли торжественные мероприятия, посвященные этому знаменательному событию. Каким было Башкирское отделение в прошлом и что представляет из себя сегодня? Об этом в нашем следующем сюжете. В 1953 году в Совет министров Башкирской АСР поступило письмо из Географического общества Союза СССР с просьбой помочь в создании Башкирского отделения общества. Уже в 1954 году только в Уфе было собрано 95 заявлений на вступление. 30 ноября 1954 года Президиум Географического общества Союза СССР утвердил решение о создании башкирского филиала общества. В первые 2 десятилетия деятельности регионального отделения были проведены 11 всеуральских совещаний РГО, издано более 20 сборников научных трудов, 2 книги о памятниках природы, 3 путеводителя по республике, выпускались записки башкирского филиала Географического общества СССР, географические карты и атласы. Вот что вспоминает ученый-секретарь башкирского филиала РГО в 1983-1991 годах доцент кафедры Башкирского государственного университета Инбер Епаров. Недавно по какой-то причине мне нужно было выяснить,
какие, значит, работы были опубликованы. И я нашел, значит, 34 монографии, справочника, которые были выпущены нашим филиалом. В том числе памятники природы, путеводители. Вот. Далее отдельные брошюры, значит, очерки на конкретные объекты, типа, например, Иеремель. Вот. Это у Цветаева. Вот таких книг было очень много. Это с одной стороны. С другой стороны, в эти годы наш филиал активно сотрудничал с соседними тоже филиалами. Это Пермский филиал, Оренбургский филиал, Челябинский, Удмуртский, Татарский филиалы. И они, значит, проводили через каждые 2-3 года специальные такие совещания под названием Всеуральские совещания. Вот последнее совещание, оно прошло в 1980 году. Это было 11 совещаний. И материалы этих совещаний публиковались несколькими сборниками. Например, один сборник посвящен проблемам физической географии, второй сборник посвящен гидрологии, третий источник, например, климатологии и так далее. Первым председателем башкирского филиала РГО был Дмитрий Герасимович Ажиганов. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, составил геологические карты БССР и Оренбургской области. Его именем названа пещера в Бурзянском районе. С 1965 по 1992 год филиалом руководит Александр Петрович Рождественский. В 1980 году он был избран почетным членом Русского географического общества. Затем его сменяет на этом посту Ауфар Минигазимович Гореев. Сегодня он возглавляет кафедру гидрометеорологии и геоэкологии Башкирского государственного университета. Какие направления работы были? Это прежде всего, значит, объединение усилий географов, преподавателей вузов и учителей школ. Потом организация различных мероприятий, включая научно-практические конференции, опубликование сборников, тезисов, допустим, учебников, ну и просветительскую работу, допустим, воспитательную работу по экологическому воспитанию, природоохранному воспитанию, по любви, привитию любви к родной природе. Вот такие работы проводились. С 2008 по 2014 год председателем регионального отделения в Республике Башкортостан являлся Айбулат Псянчин, член президиума Уфимского научного центра Российской академии наук, доктор наук. В 2014 году председателем отделения становится известный путешественник и писатель, лауреат многих литературных премий Камиль Зиганшин. С его приходом региональное отделение РГО обретает второе дыхание, появляются новые проекты. Ныне отделением руководит ректор Башкирского государственного педагогического университета имени Акмуллы Салават Сагитов. Сегодня Башкортостан – единственный регион России, где во всех муниципальных образованиях действует местное отделение РГО. Возглавляют их на общественных началах преподаватели географии, сотрудники Центров дополнительного образования, энтузиасты. Они ведут плановую работу по географическому просвещению населения, изучают и создают особо охраняемые природные территории, развивают внутренний туризм, борются с экологическими проблемами на местах, участвуют в мероприятиях, конкурсах и акциях, организуемых региональным отделением РГО. Башкирское отделение объединяет более 240 членов, которые ежегодно принимают участие в крупных проектах, таких как географический диктант, Уральский барс, Башкирская кругосветка, фотоконкурс «Живая природа Башкортостана», в обустройстве Аскынской ледяной пещеры и во многих других проектах. А сейчас я предлагаю вам посмотреть продолжение фильма «Байкальская неделя». Вас ждет увлекательное путешествие на величайшее озеро мира. Пейзажи за окном наших автомобилей меняются. Сопки, таежные леса, лесостепи. Один из малоизвестных уголков Ольхонского района – солено-щелочные озера. Здесь раздолье для пернатых. Видимо, водоплавающая дичь принимает в них гигиенические ванны. Соленая вода убивает многочисленных паразитов, обитающих в перьях птиц. Останавливаемся рядом с археологическим памятником. Это наскальные рисунки наших пращуров. Еще в каменном веке здесь, в этих степях, кочевали древние племена Курыкан. Здесь, рядом с щелочными озерами, есть обнажения, и на этих скалах видны рисунки, которые они оставили. Здесь вот явно видно очертания оленей. Наконец-то свершилось. Вот он, священный Великий Байкал, открылся нашему взору.
портовом поселке Сах-Юрта на пароме «Ольхонские ворота» мы переправляемся на остров. От материка до острова через пролив 2 километра. Ольхон – самый маленький в мире остров, на котором побывало рекордное число туристов. Главная знаменитость острова – скала, которую издревле почитают представители коренного населения Прибайкалья. У нее много названий. Мыс Пещерный, мыс Шаманский, скала Шаманка, мыс Бурхан. Исторически первым было название мыс Шаманский, Шаманка. После появилось и распространилось название мыс Бурхан, по-бурятски Ойхон Эхебабай. Туристы, приезжающие на Ольхон, как правило, снимают на этом мысе рассветы и закаты. Утро следующего дня. Держим путь на северо-восток острова, мыс Хубой. Это 40 километров от поселка Хужир по лесной и степной местности. Цветет багульник. Краски просто удивляют своим разнообразием и великолепием. Наконец мы добрались до северной оконечности острова, мыса Хубой. Именно в этой части Байкала глубоководные батискафы зафиксировали самую глубокую отметку – 1642 метра. Мы, конечно, так глубоко не пойдем. Пойдем, насколько хватит сил и воздуха. Пока одна группа готовит снаряжение для ныряния, другая готовит уху. По дороге в рыбацком поселке купили свежевыловленного омуля. Наш шеф-повар Олег Шевченко просто в шоке от местных цен на байкальский деликатес. Вот хвост такого шикарного омуля, смотрите, какой красавец, 10 рублей. Мы под водой. Рашид Валеев и Александр Радзюк ныряют в сухих костюмах, а я для большей свободы движения плыву в охотничьем мокром костюме толщиной 9 миллиметров. Ничего, тепло держит. Еще в Иркутске, в Институте лимнологии, местные водолазы нас предупредили. Хорошей видимости в это время не ждите. Однако их прогнозы не оправдались. По крайней мере, по нашей оценке, 20-25 метров – это отличная видимость. Каменистое дно бухты покрыто редкими водорослями. Много глубок. Кстати, благодаря обилию этих природных подводных фильтров, вода в Байкале и считается самой чистой в мире. Байкало-спонгия, обрастающая губка, окрашивает мрачные валуны в яркий салатный цвет. Поднимаю камень, а под ним целый мир рачков и креветок с труднопроизносимыми латинскими именами. Подводные обитатели Байкала не любят публичности. Для того, чтобы сфокусироваться на каком-нибудь гетерогамарусе, нужно вооружиться мощным объективом и терпеливо ждать, либо снимать с ярким светом в ночное время. Не удалось увидеть байкальского омуля и сига. Слишком стремительны они в движениях. Зато полюбовались на многочисленных байкальских бычков. Большеголовую, каменную, желтокрылую широколобок. В прекрасном настроении выходим из воды. Очень приятно. Ну, сейчас солнышко. Все очень так уютно, хорошо. Разноцветные камешки. Какие-то вот камни, облепленные какой-то зеленой субстанцией. Вот, тоже интересно. Потрогаешь, она ярко-зеленой становится. Вот, ну, здорово, здорово. Пора собираться в обратный путь. До поселка Хужир будем добираться по восточному побережью. Мыс Саган-Хужун радует нас встречей с самыми забавными обитателями Байкала – байкальскими нерпами. С вершины мыса, спрятавшись за валунами, снимаем, как они греются у подножия на скалах. Нерпы очень осторожные животные. На Байкале они когда-то вели массовую охоту ради жира. Сегодня вылов нерп разрешен только местным племенам ивенгов в ограниченном количестве. И вновь наши внедорожники движутся через Тажиранские степи. Наша цель – гора Шебеты. С ее вершины открывается чудесный вид на бухты Ая и Анга, а также на священную гору Ерт. Мы находимся на территории Прибайкальского национального парка. Стоило покинуть остров Ольхон, и солнышко отвернулось от нас. Не случайно говорят, что Ольхон – самый солнечный остров в мире. Действительно, вокруг может бушевать непогода, могут лить дожди, а над Ольхоном в это время светит солнце. По подсчетам синоптиков, в году над Ольхоном более 250 солнечных дней. Но здесь, в горах, нависли свинцовые тучи, дует ветер, дорога экстремальная. А вообще в заповедниках какая дорога? Нет ее, одни заповедные тропы. Вершина горы Шебеты. Буряты построили здесь смотровую башню, рядом жертвенный столик. На несколько десятков километров открывается волшебный вид.
С вершины спускаемся в подземелье. Это Байгинская пещера. В ней проводились шаманские обряды. Пол услан костями жертвенных животных. Большущая пещера. Довольно большая. Рядом с входом в пещеру традиционные ритуальные столбики и жертвенный камень. В Байкале существует специальный ритуал. Для этого берется небольшое количество водки или молока. Первая капля падает на землю, вторая капля бросается в небо для верхних духов, и третья капля прижимается к сердцу. Кроме этого, можно переломить сигарету и оставить ее на жертвенном камне. Или положить здесь несколько монеток. И вновь крутые склоны и подъемы, горные перевалы западного Прибайкалья. Наш штурман Алексей ведет нас в секретную бухту. О ней мало кто знает, но тот, кто знает, ежегодно приезжает сюда на безлюдный берег, чтобы разбить лагерь рядом с черными валунами вулканического происхождения. Следующая остановка у памятника мирового историко-культурного наследия утеса Саган-Зюба. Этот утес прежде всего славится своими петроглифами. На мраморной скале высечены изображения людей, сцены охоты, лоси, олени, дикие утки, быки, лошади, шаманские обряды. Рисунки датируются вторым тысячелетием до нашей эры и, по всей видимости, наносились техникой долбления и красящим веществом охрой. Они до сих пор остаются до конца не расшифрованной загадкой искусства древних людей. Саган-Зюба был священным для людей, живших в каменном и новокаменном и бронзовом веках. После открытия наскальных рисунков в 1881 году они получили мировую известность. Сейчас петроглифы держатся на очень тонком отщепе породы. Были проведены спасательные работы, однако некоторая часть петроглифов исчезла. Мало того, туристы варварски уродуют скалу своими автографами. Въезжаем в село Бугульдейка, одно из первых казачьих поселений на Байкале. Ему более 300 лет. С моей точки зрения, у Бугульдейки перспективы стать меньше и стать лучше. Вот. У нее был пик в советское время, если говорить, это был один из крупнейших на Байкале леспромхозов. То есть поэтому река, кстати, река Бугульдейка – это крупнейшая река западного побережья Байкала. Вот она насколько обмелела, потому что вырубили. А во-вторых, это река пуповина Байкала. То есть миллионы лет назад именно по этой реке она соединялась с Северным Ледовитым океаном через Проманзику, ну, через Лену, скажем так, да, нынешнюю, с Байкалом. И вот нынешние эндемики, там Нерпа, Омуль известные, пришли в Байкал именно по ней. То есть в этом плане той жизни, которую мы знаем, река Бугульдейка дала жизнь. Мы с комфортом по-бугульдейски разместились в имении Заречное, поужинали, затопили баню. Ночью решили поохотиться на хариуса. Днем это бесполезное занятие, но ночью байкальский хариус ведет себя адекватно, почти спит, и его можно достать врасплох. Наши профессионалы подводной охоты, москвич Олег Шевченко и киевлянин Петр Пелагеча, идут в ледяную бугульдейско-байкальскую воду с серьезными намерениями. Фиксированный ремень. А не надо тогда в руку возьми. Хотя нет, кукан надо. Нет, кукан надо. Давай я достану. Сейчас. Да у меня быстрее, наверное. А где он? А у тебя нет? У меня в сумке. Властных, наверное. Властных? Тогда недалеко. Сейчас я гляну. Из воды выходят наши подводные охотники, кормильцы. Постреляли байкальских хариусов. Будет на завтрак уха, будет и жареха. Ну а как вот хариус мощный? Да, отлично. Байкал – рекордсмен не только по своей глубине и запасам пресной воды. В это великое озеро впадает рекордное количество рек и ручьев, порядка 336. Самый крупный приток с востока – Селенга, второй по размерам – Баргузин. В северной части Байкал питает Верхняя Ангара. Однако исток у Байкала всего один – сибирская красавица Ангара. В устье находится большой порт Листвянка. Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала. Самая короткая дорога на Байкал из Иркутска – это Байкальский тракт, 60 километров. Причем, как это странно не звучит, появилась она благодаря американцам. В 60-х годах Никита Хрущев должен был встретиться в Иркутске с американским президентом.
Естественно, советское правительство хотело показать американскому гостю и само озеро Байкал. Дорога здесь была плохая, просто гравийное покрытие, поэтому в срочном порядке был положен хороший асфальт. Встреча так и не состоялась, однако дорога осталась. Итак, мы держим курс в главный порт Байкала Листвянку. Он находится на мысе Лиственничном в акватории одноименного залива. Кстати, если нырнуть с аквалангом в окрестностях Листвянки, можно наткнуться на руины старого причала, сделанного из вековых лиственниц. В байкальской воде они окаменели и превратились в настоящие бетонные сваи. Листвянка, если честно, потрясла. Если побольше солнца и теплой воды, набережная Листвянки очень похожа на набережную Черноморской Анапы. Уютные кафешки, отели и гостиницы на любой вкус и кошелек. Есть даже президентский номер стоимостью 40 тысяч рублей в сутки. В порту большие комфортабельные теплоходы. Несколько причалов занимает научно-исследовательский флот Limnologического института. Флагман флота теплоход «Академик Коптюк». В наше же распоряжение поступает уже известное нам малое исследовательское судно класса «Ярославец», которое носит имя Папанин. Вот и наступил долгожданный морской этап нашего путешествия по Байкалу. Мы находимся на борту исследовательского судна Института лимнологии «Папанин». Держим курс на мыс Баклани. Наш гид хочет показать старинные тоннели Байкальской круговой железной дороги. Часто на Папанине в экспедицию ходят водолазы. Судно специально приспособлено для подводных погружений водолазов. Работы последних хватает. Работая в институте, прежде всего, идя под воду, ты должен быть не водолазом, а исследователем. То есть напрямую знать элементарные вещи, связанные с биологией, с геологией, с гидрологией и многими другими факторами. Свежий морской ветер, легкая качка, изумительные байкальские пейзажи будоражат воображение. Нет, не зря местные жители Байкал называют морем. Впереди обрывистый берег мыса Баклани. Уже видны черные провалы тоннелей в гранитных скалах. Наш неутомимый гид Алексей Стрелюк рассказывает нам об истории строительства Байкальской круговой железной дороги. Оно началось в 1902 году и длилось 5 лет. На 1 километр пути тратился целый вагон динамита. Было пробито 53 туннеля в скалах. 900 метров составила длина самого большого. По узкому трапу перебираемся на берег, заходим в один из тоннелей. Да, скорее всего, здесь работали каторжники. И по сей день кинематографисты любят снимать на Байкальской круговой дороге приключенческие фильмы. Тоннели, вот помните фильмы все. Паровоз из тоннеля выходит, адмирал Колчак. Адмирал Колчак, да, и он более на стенке паровоз идет. Вот этот зигзаг, вот как раз всегда паровоз на вот этом повороте. С тоннеля выходит и на повороте. Вообще, как бы, исторические места, конечно. Не электрифицировано. Да. Любимый ракурс режиссеров. Вылетающий из тоннеля на полных парах дымящий паровоз. Наша водная экскурсия закончилась. Возвращаемся в Листвянку. Словно сошедшие с полотен Рериха, восточные хребты Байкала провожают нас в торжественном безмолвии. С восходом солнца мы прощаемся и с Листвянкой, и с Байкалом. Счастливо! Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи.